Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня начинаем новый проект. Проект называется «Гечки-маяки», что означает вечерний разговор. Разговор за чаем, за кофе, непринужденный разговор, разговор о жизни. Мы будем избегать максимально от всех надоевших тем политического характера, другого характера. Мы будем говорить о человеке, о человечестве, о жизни, о философии и о том, для чего рождается человек и как он проживает свою жизнь, в чем заключаются ценности жизни. Одним словом, мы будем говорить о людях. Будем говорить о том, что нас волнует, что нас окружает, и постараемся находить ответы на очень трудные вопросы. Потому что быть человеком – это само по себе очень тяжело, и не зря наш современник, наш гениальный писатель Чингис Турекулович говорил о том, что для человека самое тяжелое – каждый день оставаться человеком. Мы будем рассуждать вокруг вот этой вот темы. Сегодня своеобразная презентация этого проекта. В сегодняшнем нашем разговоре принимает участие очень известный человек, эрудит, и политик, и писатель, и критик, и режиссер, и драматург. Одним словом, человек с большой буквы. И в то же время знаток истории музыки. И не только знаток, но и специалист в этой отрасли, потому что человек закончил музыкальное учебное заведение, великолепно исполняет арии из оперы мировых композиторов, мировых звезд, депутат, как мы говорим, легендарного парламента, руководитель группы русской редакции Конституции, первой Конституции Кыргызской Республики, народный писатель Кыргызской Республики Март Ашимович Байджиев. Добро пожаловать, Март Ашимович. Спасибо. Сегодняшний разговор, как мы уже до этого говорили на кыргызском языке, разговор по душам. Вас многие знают как общественного, государственного, политического деятеля искусства, культуры. Мы бы хотели сегодня раскрыть вас как человека. В первую очередь человек, а потом уже все остальное. А потом уже строитель, архитектор, бизнесмен, политик, режиссер и так далее. Сущность самого человека. Вот вы прожили достаточно долгую, очень насыщенную, интересную, в то же время тяжелую и, так сказать, испытали соль, горькую соль, вкус этой жизни, испытали взлет, испытали популярность и до сих пор испытываете, что вы являетесь гордостью государства, гордостью своего народа. Как живется вам вот с таким вот грузом? Иногда бывает очень приятный груз, который не чувствуется вес. Иногда бывает очень тяжело, потому что есть груз ответственности. Как вы испытываете, как чувствуете себя? Как вам сказать? Тяжело чувствую. Очень переживаю. Потому что какая-то тень маячит. Это и бывает. То, что сейчас сложилось за последние 30 лет, что произошло, я не знаю, как другие, но я смотрю в землю, кыргызы говорят, жер карап калдым. Не могу поднять глаза. Мне стыдно за свое государство. А почему? Вы знаете, что я очень увлекаюсь Манасом, и отец мой был манасоведом и пострадал от этого. Глубочайшая философия, потому что
кыргызы 1000 лет назад потеряли суверенность свою после гибели Манаса, потому что не смогли выйти, не родился лидер, который, так же как Манас, объединил народ, и все время оказались под пятой, то под одной, то под другой. После смерти Манаса потом татаро-монгольская ига, и там мы оказались под пятой, и там кыргызы почти не упоминаются. Потом Каканское ханство, потом Россия, ну и наши уважаемые КПСС. И только вот 30 лет назад мы получили вот эту самостоятельность. По заслугам ли получили, или как? Это был Божий дар? Я полагаю, что это волей судьбы и истории. Божий дар. Да, потому что, как вам сказать, мы выросли во времена Советского Союза, мораль, пропаганду, оттуда мы взяли. Но тем не менее, конечно, это величайшее достижение, когда народ, нация, древняя, вновь получают вот это государственность. Это первая, притом не просто союзная республика, а так называемая... Развитая, да, индустриально-аграрная. Да, ну, смогли ли мы сохранить вот этот Божий дар, воспользоваться? Не знаю, как в других, но как у нас случилось, что сменилось, можно сказать, 4 президента, многие оказались осужденными. Это меня очень беспокоит. Практически все. Да, и вы знаете... Не считая Отымбаева, потому что Отымбаева, она не была президентом. Ну, была, но тем не менее 2 года все-таки она исполняла главу государства. Да, как бы там ни было. И, конечно, я никогда не стремился куда-то лезть, потому что меня и в ЦК звали куда угодно, я член партии. Многие годы приглашали на работу. Приглашали заводделом, и не пошел, потому что для меня, при всем при том, и одевать каждый день галстук, все время кивать головой, ну, я немножко другой. Как в свое время Владимир Высоцкий говорил насчет галстуков, знаете, вот этот вот хомут, да? Вот, без хомута, говорит, некоторые собаки чувствуют себя неудобно. Да? Ну вот я и сейчас вот, только редко настигал. И не потому, что это знак того, что ты должен быть подчиняться тому, что говорят. Имел свой... Галстук, значит, символ покорности. Там еще надо мной часто смеются, говорит, я овен, оказывается, по-своему, и, говорит, очень упрямый и так далее. Ну и, конечно, я переживаю, вы знаете, кто знает историю своего народа, кто знает трагедию и радости своего народа, и все может случиться, что произошло с нашим народом в течение этих 1000 лет. От того, что не могли найти общего языка, найти единство, и попадали под иго второго народа. И если так будет продолжаться, что меня волнует и не дает мне по ночам, потому что все может случиться, тем более сейчас, что происходит в мире. Да, Марат Ашимович, скажите, пожалуйста, каждый народ, он как бы отличается от других народов неповторимостью. Вот скажите, пожалуйста, 3 вещи, которые отличают нас, кыргызов, от других народов. 3 вещи для вас. Самое главное. Самое главное, вы знаете, кыргыз — это древнейший народ. Раз. Это академик Бартель пишет в своем 9-томнике, сочинении, сборнике. У него есть монография, кыргызы называется. Ни один народ, проживающий на территории современной Центральной Азии, Средней Азии он пишет, не упоминается в письменных исторических источниках раньше, чем кыргызы. Это академик Бартель пишет. Ну, понятное дело. Это первое. Второе, вы знаете, если вот эта мировая наука, допустим, философия, все, она держится, развивается, как бы сказать вам это, профессионально, на основе трудов философских. Кыргызы отличаются от других народов тем, что и философию, даже генетику, и все что угодно познавали через жизнь, и сами создавали это. И в то же время имела свою идеологию, не потому что кто-то им сверху сказал, ну, Бог есть Бог, это само собой.
что естественным путем они выработали, так сказать, лик нации, да, мировоззрение философское ко всем этим самым. Но в связи с тем, что он письменности не имел такой, да, можно, и через устные произведения свои, вот, как Манас. Потом, вы знаете, как филолог вам похвастаюсь, нету в мире такого народа, чтобы имел такой богатейший фольклор. Как Манас. Как, не только Манас. У нас только более 10 малых эпосов. Да. У других народов по одному эпосу. Да. У нас только малых. Да, допустим, как Давид Сосунский и так далее. У нас, смотрите, сколько. Эртешки, Курманбек, и так далее. И в то же время обобщающее великий Манас. Я согласен, но в то же время, знаете, а почему, если мы столь древняя нация, богатая нация, а почему сегодняшняя жизнь такая убогая? В чем секрет? Потому что, вы знаете, мы попали в такую ситуацию, когда без общения с другими народами и нациями жизнь невозможна. То есть надо продавать, надо покупать, надо, тем более, что современные требования техники, рост и так далее, и так далее. Как вы можете прожить без радиоаппаратур, без японских, или, допустим, немецкие машины. Машины там и так далее. Вот такая жизнь настала. Но поскольку, я бы сказал так, что кыргызы народ древнейший, все-таки мировоззрение кочевника, скотовода, мы даже не земледельцы, мы потом стали. Сейчас пытаются там выращивать сады, татары. Мы жили в естественных условиях, горных, вот это. И, конечно, выжить трудно, но в то же время мы никак не можем оценить, в чем наше богатство. Почему наши дети там и так далее убегают кто-то на Запад, где-то там работают уборщицами, в туалетах, кандидат. Алташ Ильич, это тяжелый период нашей жизни. Вы скажите, пожалуйста, вот вы дети войны. Тогда, когда началась Великая Отечественная, началась война, вам было всего 6 лет. Да. И вы испытали все тяготы и лишения этого периода. Скажите, вот как военный корреспондент Константин Симонов писал, мы с чувством гордости испытали чувство сытости, чувство голода, но я не знаю, как будем испытывать чувство сытости. Для вас как? Вы знаете, сытость – это хорошая, но она имеет и вторую, как говорится, палка о двух концах. Вот я иногда смотрю, что произошло, допустим, во Франции, в Англии в конце XVIII века, в начале XIX. Потому что, когда пошел капитализм, стала развиваться промышленность, стали люди богатеть. Потом это же перешло на Россию где-то в начале века. Промышленность, Россия страна богатая, и стали люди богатеть, и некуда это девать сытость богатства. Покушать, поесть, надо еще что-то придумать. Вот это и пошел разврат. Вот, простите меня, если это Маяковского стихи. Та-та-та-та-та, где, блядь, с хулиганом до сифилис. Вы понимаете? Потому что народ начинает заниматься самонаслаждением. Нет тех забот, которые были у их поколений. Выкормить, та-та-та. То есть, куда их девать? Богатство. Вот сейчас, обратите внимание, вот сейчас огромный замок, мало того, что здесь у него, он где-то дачу, там где-то чуть в Гонолулу. Зачем это ему нужно? Ну, знаете, значит, по-вашему, богатство – это идет растление общества или нравственная составляющая, богатое материально, но убогое нравственным, да, духовном понимании. А как можно остановить этот процесс? Вы знаете, вот это не просто так. Вот мы, допустим, вы знаете, мы с Толем Шакаем сделали фильм это «Потомок Белого Барса». И оказывается, это очень древняя сказка, составляющая до Манаса. В двух словах там о чем идет речь, философия. Бери от природы,
сколько тебе надо. И сохрани ее, тогда ты будешь жив-здоров. Но будешь хапать больше того, и себя погубишь, и природу погубишь. Вот оно идет, понимаете? И почему там в сказке там случайно охотник застреливает родного сына, который оказался в этом. А в Кодзаджаши мы тоже самое сделали. Это Божья кара. Да. Он не ради того, чтобы прожить, прокормить его. Нет, надо нахапаться и что-то сделать. Вот о чем идет. Вот этот процесс, помните, да, пошел после того, как наши соседи предложили, если вы найдете такие-то, такие-то вещи, то принесите нам, а мы взамен вам отдадим оружие. Значит, там, где есть торговля, да. Есть там интерес. Есть, смотря какая торговля и чем. Но там же они просят это панты. Я и говорю об этом, да. Это наркомания. Нет, это не наркомания, они для того, чтобы усилить мужскую силу. Ну, это там говорится. А этот берет оружие для того, чтобы напасть на своего соперника. Короче говоря, вот эта вот нравственность, она... Никто, кыргызы об этом, никакой философии никого не читали. Не там Сократ, это просто они пришли к этому. Вы знаете, древнегреческий философ говорил о том, что не берите того, что тебе не принадлежит, ибо она погибнет. Да. То есть вот это общечеловеческая ценность, это закон природы. Не трогай того, что тебе не принадлежит, ибо она погибнет. Знаете, исходя из этого разговора, власть – это великая сила, власть – это счастье, и в то же время власть – это трагедия. Совершенно. Посмотрите «Жизнь король Лир», да? Посмотрите, вот то, что вы говорили, меня приглашали куда угодно, и в ЦК приглашали, и в министерство приглашали, но я не хотел надеть галстук. Древнеримский император Диоклетион, да? Он, как только страна восстановилась, пошло процветание, добровольно отказывается от всего, едет в родовое имение и начинает выращивать капусту. В этом наслаждение, его наслаждение. А ваше наслаждение в чем? Мое наслаждение в том, чтобы читали мои произведения, так как произведения Айтматова, играли на сцене, ставили на экране. Вы знаете, мы немножко другого воспитания. Если мы писали что-то, ставили на сцене, делали кино, там обязательно должен быть глубокий нравственный, идеологический смысл. Да, нации, народа, государства. Да. Сейчас этого нет. Все, ну, в наше время тоже были разные фильмы, приключенческие, забавные, там, коммерческие, ради бога. Но великие режиссеры, как Феллини, Антониони даже, да, они сперва делали коммерческий фильм, на эти деньги выпускали свои фильмы, где выражали свое отношение то, что происходит с человечеством. То есть они деньги зарабатывали для того, чтобы сказать свою мысль, да. Абсолютно. Да. Вот теперь, Марат Ашимович, вот здесь как раз чуть-чуть тормознем и вернемся. Скажите мне, пожалуйста, тогда, почему сегодня вот такие вот шедевры, как в свое время снимались «Кыргызское чудо», мне помнится, что Сүймон Кулчокморов 5 раз подряд завоевал первую премию за лучшее исполнение мужской роли. Вот плеяда была целая, да? Как Төлемиш Акеев, Болот Шамшиев. А почему они сегодня не появляются? Казалось бы, техника на высоте, все есть. А почему они не появляются? Потому что требования совсем другие. Потом, я же говорю вам, если через кино шло какое-то идеологическое воспитание, и этим было озабочено государство, и поэтому они заботились, мы сделали свой фильм по госзаказу. Значит, государство контролировало и заботилось. Заботилось и специально, значит, на это выделяло средства, воспитывало, посылали наших ребят в ВГИК, в ГИТИС. А тогда почему? Я иногда нет-нет слышу из представителей так называемой интеллигенции, больше охаивает прошлое. Это что, мода? Нет. Это что, Вы мода? знаете, дело вот в чем. Как только начинают, да вот, при советское время, там была цензура, там этого не допускали, этого не разрешали. А между прочим, все гениальные фильмы появились именно в этот период. Ну, вы знаете, тут еще, я должен признаться вам, когда была цензура, мы должны были
каким-то образом найти форму, чтобы сказать свое слово, чтобы цензура не могла придираться, хотя она придиралась даже. Вы понимаете, вот я просто напомню, что вот, допустим, вот Айтматов, вы знаете, и дольше века длится день, если, ну там много всего, но там, если на огромной казахской степи не могут похоронить маленького мертвого казаха, который негде, потому что Казахстан превратили в это самое, в ракетодром, понимаете? Но открыто об этом не скажешь. Сразу тебя за хвост возьмут и никогда не пустят. Айтматов через художественное... А вы думаете, те, которые следили за этим, они не поняли и не почувствовали? Ну, вы знаете, они понимали? да. Во-первых, об этом они кое-кто знал, да помалкивал, чтобы... Открыто не придерешься. Он сказал, а что вы? Ну, не могут похоронить, казаха нету, потому что Атабеи-то нету. Куда делся? И не могут. Потом, я же говорю вам, еще вот, мы поставили это в Русском театре, потом мы поставили мою пьесу в 1982 году, это «Поезд дальнего следования». Да. И все театры знают, о чем идет речь. Вот. Но открыто и всячески стараются, как говорят, езоповым языком, и для этого нужно было определенное мастерство. Вот. Поэтому требовало и мастерства, и постановщика, и автора. И тоже надо было очень изящно все это преподнести. Но тем не менее, Марат Ашимович, этого всего удавалось. Вот смотрите, это не кажется, что местные бюрократы, они переусердствовали? Это местные. Вот смотрите, ваш спектакль, ваше произведение, ваши пьесы в Кыргызстане запрещается, но в то же время, если память не изменяет, в 161 театрах по всему Советскому Союзу. И за рубежом. И за рубежом, социалистические лагеря, да, и в Польше, и в Венгрии, и в Чехословакии, и в Болгарии с удовольствием ставится. Даже в Москве в 3 театрах 3 театра подряд ставится. Это же нонсенс. А в Бишкеке запрещается. Это же самоуправство местных чиновников. Я вот приведу пример, почему, допустим, пошло, и вдруг, это в Москве мы репетируем, и вдруг из ЦК звонок, вот в театр этого Моссовета, там еще Завадский был жив-здоров, я репетирую, вот. Это самое, и вдруг, значит, что такое, это обком, Сталинградский обком партии пишет, что на сцене поставили пьесу такого-то молодого драматурга. Из Кыргызстана далекого. Да, и он, значит, издевается над, значит, отделом пропаганды, агитации ЦК. Как такое позволяете? А там такая была фраза, мой герой говорит, ты знаешь, говорит, что главное в жизни? Это рождение, смерть, любовь и так далее, дети. А все остальное мораль и пропаганда. И оказывается, в этом зале сидел за отделом отдела пропаганды обкома, пишет, что он издевается над... У нас? Нет, это из Сталинграда. Да. Туда, оттуда письмо пришло сюда. Ты что, против политики партии правительства? С чего вы взяли? Почему вы издеваетесь над отделом пропаганды? Кто? Вот ваш герой так говорит. Теперь Завадскому звонят. Снимите с репертуара, не читая пьесы. Хотя там цензура все печать есть. Потому что в этой, который репетирует, оказывается, он выступает против отдела пропаганды и агитации. А что делать? Этот режиссер говорит, ничего, говорит, я когда придут. Причем они сразу насторожились, если когда придут, обязательно будут смотреть. И такую фразу он поставил. Вот самое главное в жизни, я говорю, это самое, рождение, любовь. А все остальное фиговые листочки, и пьеса пошла. Ну вот видите, смотрите, все-таки по всему Союзу и по всему соцлагерю ставились, запрета не было. И исходя из этого, я с упоением, читая все, что появляется в историческом контексте роли личности в истории, это того же Ленина, того же Сталина. Вот последний председатель Союза писателей СССР Владимир Карпов, герой. Он выпустил 2-томник «Генерал Лисмус». Вы знаете, Карпов был сам осужден, сам был отправлен на лагерь
И он говорит, что со мной были более 2000 осужденных, но ни один из них не говорил, что я сижу не за что. Посмотрите на современную Россию, говорит. Каждый второй говорит, сижу не за что. Что, получается, приобрели демократию, но потеряли свободу? Ну, видите ли, там, вот и мой отец тоже сидел, там и скончался в тюрьме из-за Манаса. А потом вот Солженицын, они, оказывается, в одном лагере были. Вы понимаете, в чем дело? Ну, первое, почему отец мой туда попал, он, значит, выпускает учебник, и там, значит, так и было в КГБ, да, что в своем учебнике Ташим Байжиев Зияшбектенов Сагынбай Оразбакова и Саякбая Каралаева называют великими монаши, тогда как они именно являются реакционерами, призывающие народ к, значит, панисламизму, пантуркизму. Кто писал? КГБ пишет? Нет. Отсюда. Здесь, да, это создали комиссию во главе, и там эти самые, они специально подобрали таких людей, чтобы оклеветать, я же говорил, чтобы вот этих ведущих ученых, его там Карасаева, Шукурова снять и занять их места. И все, кто был членом этой комиссии КГБ, потом сами заняли. Я задаю этот вопрос для чего? Потому что Москвы нет дела до нашей республики, до нашей так называемой интеллигенции. Но писали-то наши. Писали. Но они же докладывают. Ну, докладывают, да. Лживые доклады. Тому же Сталину писали. Откуда Сталин знал, что есть такой Ташим Байжиев? О чем разговор? Потому что они это не читают. Да. Вот вы сказали, цитируют обязательно Сталина. Да. В своей речи вы сказали то-то, то-то. Однако у нас еще враги народа расстреляли в 1938 году. Да. А теперь их ученики. Тут еще оказывается, что отец мой и Зияшбек были учениками Тыныстанова и Поливанова, которые расстреляны были. Они были у них студентами. И вот теперь они продолжают деяния. Корни-то остались, да, ростки идут. А там в двух словах, вы знаете, почему их осуждать, оказывается, когда после 16 года, перед этой Октябрьской революцией, появляется партия Алашарда, у них задача единение, создать Туркестанскую республику, объединившись по языку, только тюркоязычный, и по религии. То есть, ну, в основном это кыргызско-казахская. Это Узбекистан, Казахстан, там, Азербайджан, и только не по языку, только это самое, да, Таджикистан. И вот это потом они осудили в 20-м году. Ну, я задаю этот вопрос для чего, Марат Ашимович, но горе-то откуда? Отсюда же. Конечно. Вот этот вот. А потом, самое главное, мотивы какие. Мотивы? Не потому, что они действительно борются за чистоту советской власти. У них свои, так сказать, мотивы, у них свои в этом плане планы. Надо их убрать и занять их. Так они и сделали. Все члены комиссии КГБ потом заняли академию. Я как историк, Марат Ашимович, я всегда хочу акцентировать именно внимание на то, что когда обвиняют, что Советский Союз ни при чем. Говорят, Сталин ни при чем. Как вы говорите, Сталин и знать не знал, кто такой Касым Тыныстанов, кто такой Ташим Байжиев, и кто такой, там, скажем, другие деятели культуры и искусства. Наши здесь. Вот в чем трагедия. Здесь. Потому что надо их изгнать, кетцин, и занять их места. И вот они, прости меня, я же был еще членом комиссии, когда вот наш, это самое, АТБ, все в архивы, все, до сих пор они у меня есть. Там все время капают свои же, на того же Айтматова, Турекова, на того Тыныстанова, на того Джусуфа Абдурахмана. Близкие друзья. Свои пишут, не кто-нибудь другой. Потому что надо убрать и занять их места. Вот. А по-другому никак. Я скажу еще, вот то, что ты мне говоришь, как 161 театр ставит, дело в том, что у нас тоже завистники были. Считается классикой, мы нигде его не поставили, прости меня, кроме как в нашем театре. А меня не ставили, ага, значит, он что-то такое, и пишут руководство, вот обратите внимание, то-то, то-то, приводят такие-то места и стараются меня снять с репертуара. Это что, комплекс неполноценности нации?
Да не сказал бы. Просто вы знаете, вот эта зависть, она в творческом кругу, да и политическом, я сказал, она всегда процветала в человечестве и была во все времена. Я имею в виду, знаете, вот, допустим, вы в одной беседе говорили о том, что если бы Чингиз Айтматов не опубликовался бы в Москве или в Париже, то он остался бы просто одним из писателей. Совершенно верно. А почему, если мы кыргызы, обязательно должен заявить о себе там, где-то, а потом начинает признавать? Я вам скажу такое. Я-то вообще начал писать на кыргызском языке свои вещи. Когда вот это все пошло, книга вот там сатирическая была, хохотались, а потом все затухло. И я 16 лет изъяли мои книги. Тоже там что-то там накапали, надо было снять с работы третьего секретаря по идеологии. И схватили, как ведется идеологическая работа. Кеңеш Кулматова. Да. Вот такой-то, и схватили за меня. И до меня еще был этот Мураталиев, это было, да. Потом Айтматов тоже стал писать, не только писать, публиковаться. На кыргызском. На русском языке, там, в Москве и так далее. Тут даже не спрашивают. Вышел, да и все. Я начал писать только на русском. Сдавал в Министерство культуры СССР. Там меня принимали, читали, ставили штамп цензуры. И начали. Здесь не разрешают. Перестал. Только много лет спустя стал. Потому что вот как так он антисоветский. Еще такая была штука. Когда снимали наши спектакли, Айтматова и меня, и говорит этот самый парторг Министерства культуры нашей по заданию: уважаемые, это открытое обсуждение идет, райком пришел, то-то-то, как это так, вы позволили, снимает этого директора театра с работы, министру культуры, строгий выговор. И один говорит, причем не кто-нибудь, а сокурсник моего отца, даже вместе учились они 30. Вот, говорит, отцы, это Айтматова и Байджиева, они, говорит, были врагами народа и были осуждены. И дети туда же. И они, говорят, чтобы отомстить за своих отцов, показывают только негативные явления советской действительности. Вот от чего? Вот весь разговор. Вот от чего, знаете? И хлопают, снимают с работы, потому что у них свои... Я помню, Болот Төленович Шамшиев говорит, что я принимал участие, говорит, было собрание, и включили в повестку дня произведение отца Төлена Шамшиева. И Төлен Шамшиев написал стихотворение «Ук Алато, Төлен келді Берлинден». И там, говорит, серьезным тоном обсуждает, что он один воевал, что ли. Ну, вот так и было. Что значит «Алато ук, Төлен келді Берлинден», то есть Төлен вернулся из Берлина. Что за эгоизм? Вот так жестко выступил, говорит, тогдашний секретарь, говорит, Алла Туханбаев, и отец молча стоял, говорит, и говорит: я это написал, как я чувствовал, потому что я оттуда вернулся. Я к чему это? К тому, что, может быть, партия ни при чем, власть государства ни при чем. Здешние злопыхатели как раз вели войну, незримую войну. Да, ты прав. Изнутри. Да. Вы согласны? И до сих пор это продолжается. Вот я скажу интересную вещь. Когда снимали мои произведения, Усубалиев, Тудахун Усубалиев, был первым секретарем. Ему докладывали. То-то, то-то, вот то-то. Ну, с Айтматовым ничего сделать не могут, потому что это повесть, ты понимаешь? Она вышла. Меня-то снимут, эта пьеса, все на этом. Перестали. А дело в том, что в этой пьесе поезд идет, никто не знает, куда идет поезд. Оказывается, поезд мчался к разрушению Советской империи. Вот. Ну, там вот это было отражено. Ему так докладывали. Потом, когда уже сняли, потом много лет спустя, мы стали депутатами. И я, значит, Тудахун Усубалиевич, и я иногда выступаю, и смотрю, старик ждет меня в вестибюле. Обнял меня, говорит: ай, прости, говорит, вы, оказывается, совсем другой человек.
Мне, говорит, по-другому докладывали. Вот видите, трагедия в этом и заключается, есть злопыхатели. Марат Ашимович, знаете, Дмитрий Сергеевич Лихачев, я его в свое время назвал последним русским интеллигентом, академик, говорит, нравственность общества падает ровно настолько, насколько падает нравственность интеллигенции. Какова сегодня кыргызская интеллигенция? А есть ли вообще интеллигенция? Да все вопрос в этом. Вы Есть знаете, интеллигенция? Вот я вспоминаю, я человек театральный, когда ставили мои вещи, там, допустим, поставили оперу, там, того же, это самое Лен Ковала, или, допустим, того же Верди и так далее, и так далее. Так посмотрите, даже вот обратите на старый журнал, это, мы снимали же в кино еще, Советской Киргизии было, в зале сидят руководство партии, секретарь райкома, вот такие. Интеллигенция. Интеллигенция. Потом я даже где-то иронизировал, что приходят жены секретаря, там огромное было зеркало на втором этаже, чтобы показаться, сидят все, кивают головой, если не знаете, они специально подсчитывали, чтобы не оказаться в поросах. Да. И это была интеллигенция. А потом Академия наук. Сейчас вот обратите внимание, огромный зал полный, какие-то старухи, девки, какие-то студенты сидят, что-то такое, первый раз вижу. Кто они такие? Мучительными глазами. И смотрят только это, потому что их позвали, потому что заставили. Потом никто же не выступит, не скажет. Эй, Гохугин, что это такое? Я же предлагал, вот я недавно, несколько лет назад, я очень люблю, допустим, Травиату Верди. Поставили на конец, потому что оперу я знаю наизусть. Не только знаете, но и поете великолепно. Да, я был и музыкантом, потом был главным редактором, принимал и в Москве, всегда ходил, люблю эту оперу. Прихожу, поставили этот самый Травиату. Я тоже с наслаждением, причем я знаю, что это Альфреда играет мой любимый актер, этот высокий Гималян. Окончил с нами, когда ты учился даже. Захожу, Джох, Сейталиев. Красивый такой, замечательный голос. Вот. И актриса тоже хорошая, красивая, она сейчас народная, на пенсии. Пахнет собой же ваксой. Что такое? Смотрю, сидят одни солдаты. Это какие годы? Это где-то, ну, где-то лет 10 назад там, да. Теперь это, сидят эти самые, как, смотрю, милиционеры курсы. Ни одного нормального нет интеллигента. Ну, всех загнали. Да, сидят какие-то две старухи, одна еврейка, другая русская. Потому что позвал зал полный, никто не понимает. Причем поют-то как? Виолетта поет на итальянском языке, а Альфред с кыргызским акцентом на русском. О чем никто ничего не знает. Так что я думаю, что вы знаете, даже не знаю как. Есть у нас политики, есть все что угодно, но что касается интеллигенции, происходит от слова интеллект. То есть не только потому, что происхождение твое, или какую должность занимаешь, что ты образованный человек, который знает, что творится в мире. Значит, сегодня мы можем говорить, что интеллигенция как класс исчезла. Исчезает, да. Исчезает. А есть ли возможность остановить и воспитывать? Возможность, конечно, есть. Вы знаете, я вам скажу такую вещь, что нас, вот наше поколение, нас воспитывают с детского сада. Я успел до войны походить в детский сад. Что интересно, вы знаете, вот, допустим, я пошел, это первая интеллигенция, там, это русские, кыргыз перемешаны, пели кыргызские песни, русские, те, на кыргызском языке. Да. Того же Агния Барто, там, Михалкова, все мы знали с пеленок, можно сказать. Потом, когда в школе обучали нас, ну, русское, это весь Пушкин был переведен в кыргызский полчаса. Да. И учителя были такие. Это не просто там устроиться на работу. Это были энтузиасты своего предмета. Я согласен, Марат Ашимович. И тем более насчет Михалкова. Говорит, что Михалков, Сергей Михалков, да, отец Никиты Михалкова, говорил о том, что я своими глазами видел и ушами слышал, как говорится. Чтобы нас уважали, говорит, человек должен соответствовать 3 «Б». Если вы помните его интервью. Он должен быть, говорит, бедным, чтобы его уважали. И он должен быть бездарным, говорит.
И он должен быть больным, желательно неизлечимой болезнью. И вот только тогда начинает сочувствовать и уважать. А, как вы говорите, кыргызская ментальность и русская ментальность, они очень похожи, так? Ну, как вам сказать? Ну, это, конечно, у нас острит. Но есть правда, доля правды есть. Мы же тоже потерявшие плачем. Имеется в виду сожаление. У нас понятия несколько другие. Конечно, надо сожалеть, надо помогать людям, кто попал в беду. Вот. Но этого мало, потому что даже вот в русской действительности уважали людей, которые знают. Вы знаете, я был поражен, между нами говоря, когда я прочел, когда в детстве, когда отец, конечно, он в Алае работал, учителем был, первым одним школу открывал. И вот Курманджан Датке сдал, потом, когда уже стал сам интересоваться, была очень образованная женщина. Она знала, вы знаете, она знала, в оригинале читала Омара Хайяма, потому что знала таджикский язык, да. Она писала стихи. Стихи, оказывается. Под псевдонимом Надира. Да. И вот это вот сказалось в ее деяниях. Она же к власти не лезла. Да. Это такой был человек образованный, крепкий, начитанный и так далее. Вот только мы, между нами говоря, когда делали этот фильм, я член худсовета Курманджан Датка, во-первых, там пропустили самый важный момент. Она на ней женится, она уже была замужем 3 года, вернулась, и там суд идет. И Абдуллабек увидел ее, когда увидел это подсудимый, влюбился и женился на ней. И был счастлив, прекрасно. Ну, насчет, знаете, исторических каких-то там, тем более художественные ценности этого фильма говорить не будем, что... Не, просто я вам скажу, о нравственности говоришь, что произошло. Там же, это сына там, ну, тот есть там, оказывается, этот русский, этот самый, там и женик, косы там отрезал. Я сказал, просмотрев, говорю, ты знаешь, что вот это надо, сказал Чернязов, если хочешь, чтобы он прозвучал в мире, как чего нам требовался Айтматов, ты знаешь, вот это, там есть, когда она приходит, просит прощения, чтобы освободили. Сына. Да, я говорю, ничего, диалог я тебе напишу. Да. Какой? Потому что произошло недоразумение. Он же потом, они взяли, расстреляли этих таможенников. Для кыргыза отрезать волосы женщине, это сказать, что твоя жена потаскуха. Да. Да. Поэтому, и когда она приходит, говорю, потому что Курманджан, я знаю, очень изучил всю историю, она была образованным человеком. Я говорю, ты знаешь что, давай диалог я напишу. Потому что там этот переводит переводчик, она говорит, этот говорит, ну там, по-моему, говорит, вы знаете, он совершил преступление. Об этом знает царь и должен казнить. Она должна сказать, нет, он не совершил преступление. Оскорбил народ. Он народ. защищал честь женщины. Как? И вдруг я говорю, диалог, как это так? Вдруг она говорит, а за что был расстрелян Пушкин? Защищая честь и совесть этой Натальи. Да. То есть, вот мы бы убили, говорю, не сказайте. Во-первых, показали бы нравственность кыргызского народа, что значит честь женщины для кыргыза. Защищать. А. Б. Что кыргызы, особенно Курманджан, очень образованный человек. Она придворная дама была. Да. Не сделали этого. А было бы здорово на самом деле. Ну, насчет художественной, скажем, там, уровень исторический, тем более те ценности, которые присущи нашему народу, говорить не приходится. Это такой, знаете, занимательного характера фильм. Да. Но она не приключенческий. Приключенческий, но исторические ценности совсем в другом. Трагедия в том, что Кыргызфильм, как и все другие отрасли, она опустилась, как вы говорите, вы очень мягко выражаясь, говорили ниже колена, я бы сказал ниже плинтуса даже там, да? Теперь вопрос в том, как мы можем возродиться? Я думаю, с чего мы должны начать? Вот то, что ты вот пригласил меня, государственный деятель, депутат, я думаю, что будешь баллотироваться еще. К сожалению, настолько увлеклись, значит, властью, настолько увлеклись
финансирование, всякое прочее, вот этим... Материальными ценностями. Да-да. Совершенно забыли о нравственности, совершенно забыли о идеологии нации, государства и нации. Да. Мы же, когда были депутатами специальным, о нас включили программу как идеологию кыргызской нации, народа и государства. Да. Где выполняется это? Нет. Забыли совершенно. И все заняты только там, вот как скорее будет, как вот это, и вот это пошло. Вот это все, Марат Ашимович, на поверхности. Каждый кыргыз кричит, что он потомок Манаса, а вы говорите, в чем заключается суть, смысл Манаса, даже включая министров и депутатов, даже пару слов не могут сказать. Потом, вы знаете, меня бесит на форму, одевай колпак, праздник, хорошо, я кыргыз, гордишься, а ты страдаешь за свой народ. И как допускаешь, где честь, где это? Почему это воровство пошло? Почему деньги? Мы увлеклись формой, а напрочь забыли содержание. О чем речь? Мне кажется, что это... То вы знаете еще, просто скажу, меня бесит то, что не только молодежь, школьники не знают Манаса, содержание. Ладно, уже взрослые не знают. Я хочу закончить наш разговор, а у нас это будет продолжаться. Несколько цикл передачи будет, дай бог. Марат Ашимович, знаете, вот когда вы говорили, что когда я выхожу на улицу, да, меня бомжи встречают, ассаламу алейкум, байке, как у вас дела, как здоровье, и они, стесняясь, отходят в сторону, да, чтобы вам дорогу освобождает, а потом вы садитесь в такси, привозят куда надо, и потом вы предлагаете деньги, они отказываются. Джок, байке, как мы с вас будем брать? Вы же, ой, да? А потом заходил, говорил, родное для меня Министерство культуры, а там спрашивают, кто ты? Кому идешь? Зачем пришел? Вот это и есть уровень сегодняшний. Причем выпускник это Института искусств. Дальше налево, да. Ну вот смотрите, вот какие выпускники у нас, какая молодежь, скажем, и какие чиновники приходят. Вот это вот нравственное обнищание приводит к тому, что мы, как народ, как нация, до сих пор не можем цементироваться вокруг какой-то великой идеи. Может быть, с этого начать строительство государства? Вот я часто вот выступления слушаю, вот там правосудие, там о судьях и так далее, и все время говорят, что вот надо другого человека, который бы не подкупился, дело не в личности, в самой системе. Вот вы знаете, как писал Крылов, как не садись, вы музыкант не говорите. Я даже сказал однажды, если даже, говорю, сейчас министром культуры сделайте, оживите Екатерину II, все равно ничего не получится. Потому что Министерство образования и культуры превратили в кормушку. Они совершенно не владеют полномочиями тех времен. Вот просто вам скажу. Вот я как член допустим, речь идет о том, что надо дать народного артиста. Или там заслуженного. На коллегии обсуждается, все мы принимаем участие и так далее, министр подписывает, посылаем туда, и все, получает, потому что специалисты обсудили, предложили. Сейчас сколько раз было, мы даем, оттуда совсем другому дают. Бывали анекдотичные случаи, что в Министерстве культуры, не будем, наша беседа исключительно там чисто нравственно-человеческого направления, мы будем продолжать, Марат Ашимович. Мы сегодняшнюю беседу, я не говорю, что мы закончили, мы прервемся. И следующая беседа, следующий разговор, пусть продиктует сама жизнь, может быть, это завтра, послезавтра, потому что я собираюсь сделать цикл передачи. Почему? Потому что вас знает как государственного, творческого деятеля. А я хотел с вами поговорить как человека. Что вас переживает, что вас изнутри, что мучает, о чем сожалеете, к чему вы радуетесь. В этом плане хотел показать, и дай бог у нас получится в следующий раз. Дорогие телезрители, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор, но разговор с продолжением. Удачи вам всем!